Всем привет, друзья! Наконец-то мы начали наш новый сезон. Не виделись очень давно, соскучились по камере, соскучились по нашим классным видео. Сегодня у нас на обзоре автомобиль интереснейший, довольно редкий, что странно. По названию все видно, Subaru Levorg. Погнали! Subaru Levorg. Это, так сказать, продолжение Legacy, вернее, ее заменитель. Чуть она изменилась в размерах, стала чуть-чуть поменьше. Ну, внешне, вот, если ты вот обычный человек, как я, не смотря технические там всякие документации, ты не поймешь, больше она, меньше. Потому что, например, она такая же, там минимальные отличия. Конечно, мы видим внешне, что самым первым делом бросается в глаза, это вот эти раздутые формы кузова. Она вся вот такая вот мускулистая, показывает, что она раллийное прошлое, все как положено, взбитая правильно. Ну, родной обвесик мы все видим, двойной выхлоп по-субаровски, все как положено. Шильдик, розовенькие буквы 3 заветные STI. Ну, это больше маркетинг, так как Nismo, STI сейчас делают просто BMW M, которые серии, они просто делают там обвесы, салоны меняют, а особо, ну, как бы в технику никто особо не залазит, чисто продать красивый автомобиль. Все козыри на стол, как говорится, симметричный, полный привод Subaru. Потом его проверим в действии, надеюсь, конечно же. Ну, в профиль машина довольно длинная, на самом деле. Размер у нее примерно как у Виша. Довольно большая колесная база. Сама по себе машина очень длинная. Капот большой. Вот этот родной обвесик, конечно, ну, низковато, скажем, да. Что сейчас у нас не делают не низко? Японцы делают вещи. Японцы делают для своих дорог ровненьких, четеньких, чтобы все ездили с комфортом. У нас, конечно же, не очень, да. Вот что мне нравится вот в этом автомобиле, как положено японцам, да. Сейчас все Toyota Филы будут жестко. Да где 15-е колесо? Я хочу покупать дешевую резину. 18-е диски завода. Низкий профиль. И самое главное, что арка по размерам почти такая же, как колесо. Это идеально смотрится что спереди, что сзади. То есть все симметрично, красиво. Ну, двери, что не говорит. Это же не минивэн, они обычные двери, которых удобно открываются. Вот. Довольно сзади, кстати, тяжеловатая дверь. Передняя, ну, такая же, как примерно как задняя, может, чуть-чуть потяжелее. Всеми любимый акулий плавник. Ого! Серьезная штука. Он, кстати, не сильно заметный. Вот если бы он еще был здесь, как, знаете, вот эти Калдины, GT, вот эти там 38 спойлеров повсюду, чтобы стояло максимально. Или вот классический субаровский вот этот огромный спойлер на импрезе, вот сюда поставили, едешь жестко. Да, это жестко. Ну, как бы немножко дисбалансирует ее внешний вид, это серые зеркала. Я не знаю, почему они серые, но они серые. Типа машина белая, а зеркало все серое. Что то, что это. То есть, ну, как-то странно. Машина не родная? Ну, может быть, конечно. И можно было не в цвет ставить зеркала в целом и тогда не париться, да, типа будет стиль. Можно поставить с таким же успехом красный или под задние буквы шильдика STI розовый и четко. Морда. Это вот одно из самых интересных вещей. Прям пахнет агрессией. Ты смотришь на нее, даже если в зеркале заднего вида увидишь, такой думаешь, ну там что-то такое жесткое едет сзади тебя. Подгоняет тебя, чтобы ты давал, блин, жазу. Решеточка сразу с нее, потому что STI. 3 заветные буквы, что все знали, что это Subaru. Единственное, что вот мне вот прям не нравится, это вот этот хромированный, вот эти облицовки бамперов, решетки, ну, выглядят не очень. Зато, ну, это чисто вкусовщина, конечно. Зато фары полностью диодные, туманки полностью диодные. И вот эти ходовые огни, и на них много говорят, что они как будто китайщина. Но на самом деле, ну, ничем таким они прям не выделяются. Ну, смотрятся, в принципе, нормально. Передняя камера, это говорит о том, что у нас комплектация довольно хорошая. Ну и самое главное, субаристы, руки на стол. Вот эта штука, это огромная ноздря. Она прям настоящая, это не фейк. Здесь чисто дырка в капот, чтобы интеркулер брал, охлаждался и жестко давали жазу. Но так как мы стоим возле капота, нужно посмотреть, что там может дать жазу. Открыли капотик, гидроупоры, никаких палок. Все люкс. У нас еще холодно, поэтому автоодеяло. Итак, вот у нас сразу первым делом Subaru Boxer DIT
турбо, шмурбо, дурбо, интеркулер, охлаждение, все как положено. Давайте откроем это дело. В принципе, я же тут вам не какой-нибудь там жесткий механик, сейчас начну тут разбирать, свечи поменяю, то все, не буду этого делать, конечно, что у меня инструмент с собой нет просто. Так бы я, конечно, поменял. Да, серьезно. Все нужные вам штуки, они помечены другим цветом, помимо черного. То есть желтый, какой-то оранжевый и так далее. Клемма красная, чтобы вы знали, что это плюс. Сюда надо что-то залить, сюда можно что-то залить, сюда можно залить, сюда. Здесь надо проверить. В общем-то и все. Масляный фильтр перенесли сюда. Очень удобно для заменщиков масла. И, наверное, песня менять. Открутил. Что касается обслуживания этого мотора, очень много информации по то, что это FB16. То есть это серия FB моторов. FB20 очень не славится хорошим ресурсом и всякими штуками. Они славятся у нас масложорством. Ну и не очень большой надежностью. Очень много людей, у кого жрет нас до 100 тысяч, у кого-то жрет по 150, кто-то ездит 200, не парится абсолютно никак. Про этот мотор 1.6 информации мало, но, скорее всего, болячки очень похожи. Но это машина 2017 года, и, скорее всего, моторы уже доработали. Не думаю, что здесь какие-то есть проблемы. Судя по словам хозяина, мотор масла нет, хотя у двигателя пробег уже 112 тысяч километров, то есть машин. Раз проблем нет, значит все хорошо. Значит, они вылечили, или, может, нам повезло с экземпляром. Об этом история умалчивает. Свечи менять, мотор снимать не нужно. Toyota сейчас наконец-то можно брать. Поменять их, в принципе, кстати, кто вот один раз поменяй, возьмешься, так знаешь, в гаражике под пиво, ляп, открыл, свечки выкрутил, поменял обратно, закрутил, чик-чик, завел, проверил, четко, пошел домой дальше, ляп и все. На следующий день поехал на работу, довольный с поменянными свечами. По мотору, собственно говоря, что? Ну, он тихий, приятный, оппозитный. И там очень маленькая турбинка. Хорошо закрывается, капот. Пойдем в салон. Попали в салон. Тепло, приятно. Приятно. Первое впечатление. Ты сел в очень удобное кресло. С большой боковой поддержкой, довольно низко расположенное. То есть ты, ну, реально сел низенько, удобненько, все под рукой, все удобно. Руль. Это вот как будто, знаете, сели вы на компьютере, продаются эти симуляторы, и как они правильно? Короче, как джойстик, только руль. По форме очень похож на, как будто от этого поставили, с компьютера какого-то руль. Все в кнопочках. Комплектация у нас максимальнейшая, какая только может быть, наверное, на этой, потому что заглушек я вообще здесь никаких не вижу. У нас еще зимний пакет, у нас есть подогревы сидулек вот здесь, то есть они вот в двух положениях регулируются, то есть мы можем свои пятые точки хорошо греть. Задняя туманка, по ней потом это не столь важно. Ну, в наших условиях, кстати, в наших туманах удобно. Включил, тебя видно, никто не прилетит в вашу заднюю дверь. Итак, ну, Toyota Field сейчас скажут, вы ничего не знаете в салонах, но я вам сейчас немножко все-таки постараюсь сказать, что в Subaru все-таки немного получше, чем в вашей Toyota. Пластик очень мягкий, что на двери, что на торпеде. Вот посмотрите, как мой палец прям прогибается. Вот, смотрите, вот. Видите? Все очень мягенько. Вот здесь, конечно, твердоват, но здесь он как бы везде такой. Вот тут все у нас тоже обшито таким, знаете, кожзамом или чем-то. Строчечка ровненькая, красненькая. Ну, видно, что добротно сделан салон. Электроручничок. Все сейчас на него очень сильно. Руки на стол, опять-таки. Очень любят электроручники, знаю почему. Какие-то вот тут у нас подстаканники. Хорошая такая закрывашка, прикольно, какие-то жалюзи. Оп, закрыл, оп, роль ставней. Тут у нас, я так понимаю, по телефону идеальное место. Смотри-ка. У меня сейчас с собой не телефон. Вот здесь какой-то огромный карман. Наверное, было бы хорошо, если еще была бы беспроводная зарядка, но здесь ее и нет. Но в целом, прям как будто бы закос под это. Типа в следующем поколении, возможно, появится беспроводная зарядка вот здесь. Двухзонный климат, подогревы заднего стекла и зеркал. Тут даже вот показывают, зеркала подогреваются. Ну, это тут у нас все регулируется вот тут. И вот вы смотрите такие, а где дисплей? Вот единственный минус, заметил, что нет никакого дисплея температуры. Он у нас показывается вот здесь. То есть тебе надо, ну, то есть вот так крутите, ставите, и оно все там. Он цветной. Это самое главное. Потому что у Toyota у нас, как всегда, электроника 8 с монохронной подсветкой. Все, тут очень много показателей. Температура масла, как вам такое? А-ля GTR, понимаете? То есть вот акселерация, буст. Вам не надо ставить никакие датчики там. Вот это. Субаровские темы потихо отходят. Вот у вас, пожалуйста, все на экране. Также в нем еще есть куча всяких штучек.
Вот какая-то тут интересная хрень перегрузки, походу. Тут у вас средний расход, тут у вас запас хода и так далее. Часы. Какие прикольные. Да, неплохие. Тут что-то вам говорит какой-то вид. No title Bluetooth. Тут то есть вам покажет, какую музыку вы слушаете. То есть вот этот экран вы тоже можете нахер потушить, он вам не нужен. Тут у вас компас. Приятно. Тут у вас показывает, что у вас есть ливорка, у вас есть камера. Я вот только понял из того, что я вижу сейчас. Какие зоны цепляет камера. То есть, видите, довольно интересно. Ну, в общем, так. Сколько показник? 21%. Да, неплохо. А буст сколько? Ну, буст на холостых, видишь, он 0 только выходит, поэтому не столь. Зеркала, обзорность в целом. Вообще, конечно, камеры, все это прикольно. Единственное, что здесь нет камеры вот в этом правом зеркале, то есть оно есть в левом зеркале, передняя, задняя. То есть у вас получается 270 градусов обзор, типа не 360, а 270. И самое интересное, что вы включаете задний ход, оп, включили, появляется задняя камера с разметочкой, видите, то есть активная разметка, куда уходит, вас машина повернет. А вот в этом экране у вас показывается боковое зеркало. Боковое зеркало. Да. И включаете дэшку, и появляется передняя камера. Ну, скорее всего, это все настраивается, наверное, каким-то образом. В зеркалах также у нас есть датчик слепых зон. То есть это, ну, это вообще люкс уже. Пошел куда-то туда уже, понимаете? Туда метится, наверх. Тут у нас получается управление магнитолой по левой стороне. Здесь у нас активный круиз-контроль. Получается так. Руление. Педалирование. То есть она будет вас подруливать, если вы будете уходить с полосы, я так понимаю. Тут у нас тоже... Короче, тут активный круиз, датчик столкновения, все эти штуки, выход из полосы, вот они тут включаются. Вот тут, короче, вот раз, два, очень много камер здесь находится. Тут что-то написано, что вы ни в коем случае ничего не делаете, поэтому мы ничего не делаем. Собственно, так. Я только сейчас заметил, что подлокотник довольно маленький. Ну, он должен быть хотя бы вот такой, ну, до сюда, да? Ну, чтобы ты вот так, типа, руку положил полностью. А тут, получается, у вас в руках как-то вот так лежит. Как-то странно. Ну, он есть. Это уже хорошо. То есть там всякие вицы, пробоксы. Можете сразу сказать: привет, я хочу такую штуку. Хотя бы такую. А тут у вас все с завода. Пойдем назад, посмотрим, что там. Тут еще не все. У нас есть тут память сидений на двух водителей. Очень классная штука, да, вы пользуетесь вдвоем машиной. Ты сел, допустим, вот я сел длинный, мой товарищ, хотя мой жена или мой товарищ. Мой партнер, блядь. Поменьше ростом, он садится, нажимает, хоп, подвинулся. То есть вот так. Не надо там опять искать свою регулировку после того, как не ты сидел за рулем. И по приборной панели. Тоже немаловажно. Она аналоговая, классическая, но все читаемо. Красные шкалы, опять-таки STI. И вот интересно, они сделают эти шкалы температуры и этого топлива. Они так вот, ну, прям вот в этой шкале же. Конечно, по читаемости очень сложно, потому что ты смотришь, как бы, если у тебя полный бак, у тебя как будто 0, ну, короче, вот как-то странно. Ну, в целом, зато тут вот опять-таки цветной дисплей здесь. Тут тоже всяких, наверное, штук, блин, есть. Я даже боюсь представить, что-то в этой машине может быть. Лепесточки. На вариаторе, да. Бессмысленные, беспощадные. Очень, да, максимально странно. Зеркало, кстати, с какими-то тоже кнопками. Опа! Опа! Так это камера задняя. Ребята, тут настройки яркости и всякой такой штуки, все понятно. Не, ну вот это прям, тут одно зеркало только стоит, блин. За него стоит переплатить, конечно. Козыречки, конечно, вот, выемки под козырьки есть большие, а сам козырек вот такой вот маленький. Ну, в целом, как бы у вас тут вот эта штука закрывается, и как бы, ну, большой козырек, видимо, смысла нет. Но зачем было делать вот эту штуку, тогда сделали бы вот такую, и все. Место над головой, кстати, предостаточно. То есть, говорю, что сиденья очень хорошо низко сидят, и ты садишься, у тебя, в принципе, нету ощущения, что ты сидишь в тесном автомобиле. То есть, ты сел, вроде у тебя получается спортивная посадка, в то же время она довольно свободная. Пойдем посмотрим, что там сзади. Ну, по месту тут вообще никаких претензий нет. То есть, вот, я сижу сам за собой, как Антон Воротников, сами понимаете. У меня тут кулак еще залезет. Тут еще выемки вот на самих сиденьях. То есть, даже если будет рослый водитель, вот, допустим, вот у вас как бы тут еще в кресле есть выштамповка для ваших ног. Третьему, конечно, будет тут тяжеловато сидеть, так как большой вот этот туннель. Но в целом, типа, потерпеть можно. Нужно еще потерпеть. Но вдвоем, конечно. Откинул подлокотник. Тут подстаканники, кстати, такие мягенькие, удобные, с лакированным таким пластиком. Руку положил, вот так сидел. А, кстати, может, оно регулируется? Да, оно регулируется. Чуть-чуть назад.
То есть ты вот так откинулся прям, ну и прям вообще с кайфом можно ехать. Ну вот смотрите, ну разве это не люкс? Посмотрите, я сижу вообще с кайфом. Все в коже, ну в смысле вот кожаные вставочки, автоматические стеклоподъемники, естественно. Ручечка вот тут. Очень интересная штука. Вот это я сейчас заметил. Смотри, какой интересный фонарь. Тонированный, что ли? Какой-то тонированный и прямо как будто направленный свет. Типа он прямо сюда как будто будет светить. Ну, сейчас просто светло и не видно. Но само расположение, его форма очень интересная. То есть водителю удобно будет щелкать эту штуку. А вам вот хоп, нажали. В принципе, классно. Что по задним пассажирам еще? Сиденье, кстати, тоже вот такое. По сиденью заднему, я вот не люблю, когда сиденье заднего намного выше передних. То есть, когда вы вот типа вот так сидите, вот так. Здесь оно довольно низко расположено. То есть, вы очень удобно сидите, как, в принципе, передние пассажиры и водитель. То есть, примерно на их же уровне. Это классно, это реально удобно. Для комфорта, наконец-то, блин, Toyota. Вы видели, что могут делать другие машины? Смотрите, у них есть USB-зарядки здесь сразу. 2 штуки. Это же классно. Удобно. Закрыл. Пожалуйста. Спасибо. Тут больше ничего нет. Наверное, еще какие-то воздуховоды из-под низу, наверное, дуют. Я так думаю, скорее всего. Ну, позаду прям претензий вообще никаких нет. В принципе, у вас есть и зарядочки, и подстаканники, и подлокотники по простору. В принципе, вообще никаких претензий. То есть, реально удобно сидеть. Сиденье удобное, классное. Но в то же время с углублениями. То есть, вы не катаетесь по нему вот так. Можете возить раллийно пассажиров жестко. Потом попробуем. Пойдем посмотрим багажник. Багажник. Это же универсал. Это важная часть универсала. Багажничек. Открываем. Ну, тут уже мы видим, все субаристы ездят на рыбалочке, охоты и все прочее. Что по нишам? Смотрите-ка, у нас есть вот такой вот, ничего себе, какая большая ниша. А запаска у нее где? Типа там? Дальше еще есть? Или что? Кто знает? Напишите в комментариях, если вы знаете, как достать запаску. Я этим заниматься сейчас... А, вот она. О, там еще один кейс. Ебаш. Подожди-ка, дайте-ка я бур вытащу. Посмотрим, что у нас здесь. Смотрите, здесь у нас тоже какой-то такой вот довольно, блин, большой бокс. Тут еще домкратики. Все как положено. Смотрите, какие удобные штучки. Все закрывается аккуратненько. Все четко. Четко. Оп-оп. Toyota, смотрите внимательно, как делают универсалы. Один раз вам показываю. Тут, смотрите, сеточка тоже большие кармашки довольно по бокам. Запаска, я так понимаю, снизу, да? Представим, что она есть. Или, может, у японцев сейчас уже эти идут. Типа набор компрессор, там и прочая такая штука. Ложим ледобур обратно. И самое главное, это вот это. Не, ну разве это не волшебство? Что за магия, брат? Посмотри. Идеально ровный пол. Блин, я залезу сейчас сюда. Смотри. Просто с кайфом. Не, ну это песня. Реально, ты прям лежишь с кайфом, можешь матрас постелить, лечь. Блин, еще такой удобный этот. Прям, ну, блин, вообще классно. Умеете. Могете, хуй. Опа. Четко. В то же время у вас нету порога здесь, то есть вы вот так можете сесть. Как настоящий рыбак. Где там ледобур, хоп, луночку сделали, опа. Тут у вас поляночка, все как положено. Сидите и теперь обратно. Обратно что, типа руками надо? Да, обратно руками. А это что такое? Смотри, крючочки еще. Ну, пожалуйста. Да, обратно, к сожалению, ручками. Ну, в целом и так неплохо, да? Согласитесь, что нету электропривода двери. Не хватает, кстати, для полной... Какая тяжелая дверь. Для полной люксовости. Давай поставим обратно сиденье, чтобы... Одной рукой все делается. Просто подходите, открываете, оп. Вот так, не глядя, просто оп. Все, поехали. Что там, кого везти надо? Кому картошку там надо перевезти с комфортом? Что надо ехать? Проверить эту штуку в деле. Уже не терпится прокатиться, конечно. Ну, Toyota, Филы сейчас скажут, лучше бы Виша взял, конечно, или Филдера. Я с ними, конечно же, надо согласиться, потому что эта машина вообще не то. Я вот думаю, смотрю на нее внешне, да ну что это?
Ну, Fielder же красивее. Видишь, тоже. По салону тоже там вообще, ну, прям ничего нету. Више, вот я понимаю, там стеклоподъемники, монохронный экран, все как положено. Красиво, удобно, понятно. Оптитронное табло, климат-контроль, автосвет, бархатная, да, тяга. Тут же турбо. Получается, тут бархатная тяга будет с самых низов. Бархатно, приятно, кефтами. Поехали. Бля, что за тяги? Такие бархатные тяги. Смотрим на ключик. Красивый. Значок Subaru. Открытие багажника. Есть в кнопке, получается. Вот такой вот, конечно, не в форме автомобиля, но в целом тоже неплохо. Так, включаем первую передачу, шучу, D. И поехали. Итак, у нас 18 колесо. Будет жестковато 100%. Поэтому будем ехать потихонечку. Проверим первым делом шумоизоляцию. Потом уже все остальное. Итак, выезжаем, значит, на дорогу, на асфальтированную. Сразу газу. Нет. Ух, какая ты. Вот вариатор, конечно, немного все портит ощущение. Был бы тут шестиступенчатый какой-нибудь автомат, песня была бы. Итак, едем, значит, мы вот 40 км в час, 50. Довольно тихо, кстати. Не сказать, что это очень шумная машина. Выхлоп, кстати, хороший такой подрыв. Тормоза у нас круг дисковые, конечно же, опять всем Toyota Field мы скажем большой привет. Задние барабаны Forever. Тут у нас, конечно же, уже дисковые тормоза сзади. Давай проедемся тут. Здрасте. Итак, по управлению. Машина стоит, вот прямо садишься в нее, чувствуешь, что она стоит жестко на дороге. То есть она вот по трассе будет ехать, ну прям наслаждаться будете управлением этим автомобилем. Естественно, бывает комплектация с 2-литровым мотором турбо на 300 лошадей, но у них есть минус, так как я уже говорил, FB-серия моторов 2-литровые не очень славятся своей надежностью. Возможно, их, конечно, переработали, это Subaru Engineering, все дела, но 300 лошадей на вариаторе, так, на полном приводе. Вариатор очень сильно не дает вам хорошо, не может хорошо стартануть вам дать, потому что он типа себя бережет. Ну и платить налог 35 тысяч за эти 300 лошадей я не считаю как бы целесообразным. Ну, в целом, как задумка, машина интересная. То есть, была бы она на автомате, на обычном каком-нибудь шестиступом том же, да, было бы намного приятнее. Итак, кстати, по управлению, ну, типа, по ощущению, что машина больше переднеприводная, не по-субаровски, вот это, нет такой повадки задницу где-то закинуть, то все. Тут нет, кстати, никаких регулировок, как привыкли мы на VRX, STI, все эти там, чтобы у вас регулировался там момент блокировки, то все. Тут такого нет, но в целом машина управляется очень понятно, то есть вообще любой сел и разобрался сразу моментально. Портит только лишь впечатление вариатор и все электронные помощники, которые очень жестко вас... Хватит. Это можно, конечно, выключить, кстати. Ну, хотел пиздец давно. Сори. Выключить можно все электронные помощники, я думаю. Так, вот мы выключили эту. Сейчас давай попробуем подержать. Нет, она не выключается. Прям не хочет и все. Ну, ладно. Ох. Она вот даже показывает, что off, а мигает пробуксовочно все равно. Типа вам говорит, вы давайте завязывать. Да. Так, поворачиваем налево. Блин, ну очень комфортная машина. И довольно тихая. Выхлоп слышно. Это, кстати, приятно. То есть, прям, ну, по-субаровски. Ну, сидеть прям, вот вы сели. Вот вы едете 60 с кайфом. Спокойненько. Оппозитик тянет, рулежка. Смотрите, какие реакции. Ну, прям вообще песня. То есть, она прям жестко стоит. Это прям спортивный автомобиль. Прям чувствуется. Минус, да, самый главный. Низковат. 100% не как старые Субари, которых ты можешь просто, не глядя в сугробы, там, чтобы у вас снег летел во все стороны, ехать. Тут такого не получится. Во-первых, вариатор вам не даст этого сделать, электроника вам не даст это сделать, и просвет вам, конечно же, да, не даст это сделать. Но автомобиль прям, ну, приятный. Я вот езжу, вот после любой Toyota вы сядете, любой абсолютно, вы поймете, в чем тут прикол.
Никаких скрипов в салоне первым делом нет. Вообще никаких. То есть, потому что все вот это мягкое. Все мягкое. Это мягкое. Оно не болтается, ничего. Вот это все мягенькое. Все вот эти, которые под бутылки в дверях, они мягенькие. Чтобы вы что-то туда положили, что у вас это не гремело где-то в салоне. Сиденья не брымчат. Регулировок куча. Электросиденье. Кстати, проверь-ка, пассажирское тоже электро. Пассажирское сиденье электро. Это, естественно, тоже электрическое. С памятью, как я уже говорил. Диодные фары. Все. Не надо вам там думать, какие лампочки поставить, чтобы сочетались под ваши, допустим, у Toyota, допустим, у вас стоит ксенон или диод на головном свете, а туманки будут желтыми, то есть галоген. Здесь вы не паритесь. Вы включили, поехали, не думайте, какие лампочки поставить, чтобы все это сочеталось и так далее. Все для вас уже давно придумали, с завода сделали. 18-е диски, вы не надо париться, что вы не поставите на учет с такими колесами. 18-е, любые диски ставите, какие нравятся, ТЕшечки, шаганчики, погнали. Золотой летишка, синий цвет, Subaru, вах, и все. Вот эта песня. Единственное, да, вот вариатор, конечно, и... Ну вот, кстати, мы выехали на плохую дорогу. Жестковато, да, 18-й. Ну тут еще же Бильштайны стоят. То есть японец такой, я на Россию отдам Бильштайны в круг, чтобы люди наслаждались. Давай попробуем чуть-чуть придавить. Блин, хорошо идет. Двигателя не слышно. Едем 80. Да, приятно. Вообще уверенно можешь ехать типа в сотку. Я вот прям уверен в том, что эта машина очень хорошо стоит на дороге. Вы смотрите, она прямо вот идет за вашим движением рук. Никаких нету вот этих, вот знаете, как металл настолько гибкий, да, что вот вы поворачиваете, у вас как будто кузов вот так, оп, как змея извивается. Здесь вот прям четко, нету такого вот. Вы поворачиваете, вся машина идет сразу фук-фук-фук, четко. Ну это, конечно, подвесочка и 18-й диски, тут спору нет. Поставите профиль 16-й, машина будет уже болтаться. Но зачем? Во-первых, вы испортите внешний вид. Во-вторых, да зачем это нужно? Если завод сказал 18, ставьте 18, не парьтесь. Резина стоит плюс-минус одинаково. Не, ну блин, классная тачка. Давайте попробуем. Я хочу попробовать, как дать на ней пятачкам, попробовать, как у нее работает задний привод. Ну, типа, по-субаровски или нет. Вот я просто помню Форестер, Импрезы, все вот эти штуки, они больше были, ну, типа, когда ты даешь прямо хорошо газу, они назад давали больше момента, и у вас прямо, ну, кормой играла машина. Здесь как будто такого ощущения нет, надо проверить. Ну, скорее всего, тут еще, может, электроника душит. Вот он едет, душит тут. Стабилизация, скорее всего, тоже. Да, возможно, такое тоже. Сейчас попробуем развернуться, тут все узко. А если мы перейдем в ручной режим? Да, блин, она может, оказывается. Кстати, на лепестках-то интересно она едет. Прям крутит передачу, все как положено. Возможно, я ошибаюсь насчет ее вариатора. просто не можем точно сказать, что этот вариатор долго продюжит. Но, судя по пробегу, я, кстати, обманул, что там было 112 тысяч, на самом деле 125 тысяч пробег уже автомашины. Кстати, для 125 тысяч салон, посмотри, в каком состоянии. Нету затертостей. Руль там, да даже... Ну, руль чуть-чуть совсем. Для 125 тысяч ты сядешь в Toyota, который 100 тысяч, там уже все будет затерто. Тут вот прям хорошо. Торможение. Тормоза есть. Тормоза есть. Я хочу просто стартануть резко. Ох. Ну, эта штука умеет разгоняться все-таки. Я думаю, на сухом асфальте у нее 170 лошадиных сил. Кстати, я не сказал это про двигатель. 170 лошадей. 170 лошадиных сил с маленькой турбинкой. Не посмотрел, кстати, буст сколько дает. Динамика. Ну, типа 2,5 марков атмосферных. Я думаю, вы натянете. Буст 0,6. 0,6, да. Буст-контроллер сюда накинули. Чуть-чуть. 0,9 сделали нам. И на гоночке 200 будет. Нормально. Вариатор тут, конечно, неизвестно, продюжит ли такой момент и такую прибавку. Но в целом, кстати,
довольно приятная машина. Вот проглатывание ям очень хорошее, нету вот этого раскачки, она прям держится на дороге. Прям хочется ездить раллийно сразу. Ты садишься в Subaru, увидел такой стяй, и все, и начинаешь жестко. Хочешь больше гравийки, да, снега, вот этого всего, чтобы жестко там газ в пола сжать и ехать. И эта машина реально позволяет им это сделать, даже учитывая, что это Legacy по своей сути. И даже это не Legacy, типа что-то новое, более гражданское, такое городское, и то оно позволяет, да, это сделать. То есть это, блин, на самом деле машина помнит свои корни, что самое главное, что буквы STI не просто так, даже учитывая, что тут просто как салон вам поменяли, какие-то штуки. Вы реально получаете какие-то ощущения, если выехать вот на такую разбитую дорогу, где есть какие-то повороты, вы реально почувствуете что-то раллийное. Вот посмотрите, видишь, это тачка, блин. Понимаю, блин, да классно. Кстати, по цене они где-то рядом. Давай попробуем повернуть жестко. О, ну, кстати, да. Ну, это не дает. Видишь, стабилизация хочет ее выровнять всегда. Прямо начинает ругаться. А так, даже какое-то субаровское поведение все-таки в ней есть. Типа она закидывает корму. Хочет делать заносы, избыточную поворачивать. Сначала как будто у вас недостаточно, а потом такая на избыток. Лови углы. Классно. Классная тачка. Все-таки, блин, Subaru делает вещи, получается. Ну, лучше Toyota, все равно ничего нет. Все равно не купите такую. Все равно купите Toyota, будете наслаждаться кефтеми. Пойдем подытожим. Итак, друзья, что сказать в итоге? Получили мы восторг от автомобиля? Я думаю, да. Единственное, что немножко портит впечатление, конечно, избыток электроники вариатора. Чтобы это все полностью, конечно, выключалось и поставили простой автомат. Но в целом это же городская машина, которая должна вам экономить топливо. И иногда давать вам вот так вот выехать всем вам лошадям из-под капота, чтобы вы могли показать раллийное прошлое этих букв и этого шильдика. С вами был Александр Бабков. Подписывайтесь на канал, поставьте обязательно лайк этим тачкам. Всем Toyota-филам привет большой, Subaru-филам, естественно, тоже. И всем пока. Там еще бы было что-то видно здесь, я вообще ничего не вижу. Наркомания, блядь. Ты вот так это... Ну ты подержи эту хуйню алюминиевую, блядь. Как я должен, блядь, Вот, держать, да, вот по-твоему? так вот. И что я вижу, по-твоему, нахуй? Посмотри, что ты видишь. Что, блядь, посмотри, нахуй. Ты видишь что-нибудь? Куда прям попадаем? Абсолютно нихуя не видно. Иди нахуй. Ебанистика нахуй. Что-то видно? Нихуя не видно, да? На фокус где, блядь? Да хули ты вертишься, пидорас? Хули тут снимать-то, блядь? Опять я нихуя не вижу, блядь. Нормально. Надо держать в кадре, и в машине надо держать в кадр, блядь. И нахуй я еще ничего не вижу, блядь. Миша, блядь, все хуйня вот. Миша, блядь, все хуйня, давай по новой, блядь. В тени, и он просто черный, нахуй. Надо с той стороны быть. Ты это просто видишь так в экране. В этом... Ладно, давай нахуй. Работаем! Пойдем нахуй. Ну, наконец-то, ебаный волк. Ты, блядь, отсталый. Ладно, хуй с тобой. Попали. Освещается передний экран на передней панели. Ты че, блядь, тупой, нахуй. Давай еще раз. Только что, сука, сказал, заебись, все, нахуй, блядь, давай заново. Как говорить? Давай. Да хуй его знает. Подстал, что ли? Просто он дрочил. Дрочильно? Блядь, мне страшно, нахуй. Блядь, снег летит, нахуй, заебал. Блядь, там багажник уже в ахуе. Блядь, какая же она шлюха.